Этого события жители сразу двух поселков Заозерье и Исанево больше 8 сотен человек ждали 10 лет. Новая конструкция – это круглогодичная связь с миром и новые перспективы развития. Основная наша с вами задача – это обеспечить его сохранность, чтобы он не превратился вот в тот мост, который был. Его не ждала та судьба, которая ждет многие мосты, по которым идут большая техника, лесовозная с перегрузом. Поэтому вот вы все здесь есть, пока не установлены камеры наблюдения за тем, чтобы этот мост не разрушался. Вот вы все здесь и должны как раз всеми этими вопросами заниматься. Переправа в Заозерье – это пример социального партнерства региона с промышленными предприятиями. Инвестором строительства выступил Сыктывкарский лесодеревообрабатывающий комбинат. И даже несмотря на внутренние трудности, компания изыскала средства на завершение работ – больше 3 десятков миллионов рублей. Я 10 лет работаю в республике в разных качествах и со многими муниципалитетами. Имел контакт, всегда руководствовался этим принципом, что надо помогать той земле, на которой работаешь. Вот, собственно, это один из примеров. Спасибо тоже руководству республики за понимание. Мы сейчас находимся, на наш взгляд, в конструктивном диалоге, в партнерстве. Будем, безусловно, это продолжать. Еще 10 миллионов вложили республика и район на обустройство современных подъездов к переправе, укрепление берегов, благоустройство территории. Мост был готов еще в апреле того года, но возникли трудности с транспортировкой. Река Сысола открылась слишком рано, а потому доставить удалось только до окрестностей Сыктывкара, где конструкция и простояла целый год. Заказ выполнил Вологодский завод речного машиностроения. Грузоподъемность до 60 тонн. Теперь по мосту без опаски проезжают не только легковые автомобили, грузовые машины и даже пассажирские автобусы. За долгие годы впервые пересекают речную границу. Жители уже приглашают в гости друзей и родных. Раньше это было целой проблемой. Трудности это надо понять, когда живешь на этой стороне Сысолы. Это весна, осень, это по полгода в году мы не имели связи с большой землей. Это, конечно, было очень тяжело. Ни продукты завезти, ни выехать в райцентр. В общем, это надо прожить эту жизнь, чтобы узнать. А когда построили мост, мы, конечно, рады. Первое, что мы рады, это то, что у нас автобус впервые проезжает до центра поселка. Он вообще не ездил. Мы раньше ехали в автобусе и завидовали. Поелдина: ой, остановите нам, пожалуйста, здесь автобус. Останавливают. А мы всегда ходили пешком. А сейчас нам как в сказке. Автобус идет прямо к дому. Этот мост мы долго и долго ждали. Но наконец-то появился. Вот. Большое спасибо руководителям района, республики. Руководству района и Заозерья теперь не нужно изыскивать огромные суммы на ремонт моста. 10 лет назад, после банкротства Сысольского леспромхоза, администрация Заозерья взяла сооружение на свой баланс. Дыры латали практически после проезда каждой машины. Состояние переправы было настолько плохим, что внести сооружение в официальный реестр было невозможно. Но эксплуатировать приходилось на свой страх и риск. Последние 2 года очень тяжелые. Там уже все сгнило, практически верхние настилы. Мы меняли, где могли, меняли, потому что в сельском поселении бюджет маленький. Начали гнить сами понтонные блоки. Ежегодно на ремонт тратилось не менее 300-400 тысяч рублей на этот мост. Кроме того, необходимо его было в течение зимнего периода очищать для проезда транспорта, содержать подходы к этому мосту, что тоже требовало достаточно значительных затрат. Новый понтонный мост в рамках соглашения о социальном партнерстве передан в собственность республики и в оперативное управление Автодора Коми. Содержание переправы теперь ляжет на плечи региона, и лишь подъезды по-прежнему будут расчищать за счет местного бюджета. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сысольский район.